Первое в нынешнюю навигацию судно с грузом пришвартовалось сегодня ровно в 14:30 к причалу якутского речпорта. Сухогруз «Двина» прибыл из Иркутской области с пиломатериалами. По традиции первым судном в Якутии официально открывается навигация, продолжит Виталий Абрамов. Флаг навигации 2014 года поднять. На торжественном открытии присутствовали все профильные ведомства и организации. Как было отмечено, в этом году навигация началась на 2 недели раньше. Поэтому впервые за многие годы речной порт так рано встречает первый теплоход. Обычно первое судно прибывало только к концу мая. Это, конечно, радует, потому что есть возможность увеличить сроки навигации, но в то же время и тревожит, потому что по прогнозам гидрологов возможны уменьшение глубин на верхних участках реки Лена. Якутский речной порт практически полностью подготовлен к навигации. Ведутся заключительные подготовительные работы. Планируется, что в этом году объемы, пройденные через порт, перевалят за 750 тысяч тонн. Можно сказать, что с завтрашнего дня в речном порту уже будет очередь на выгрузку. Но это обычное явление перед началом навигации, когда сразу суда с груз, тем более с учетом того, что часть груза была депонирована еще по осени, осталась в Осетровском речном порту. Конечно, грузовладельцы в первую очередь хотят побыстрее его доставить. Капитан первого, прибывшего в Якутск теплохода Олег Попов, поблагодарил за радужный прием экипажа и доложил об успешном прохождении судна, хотя и пришлось немного простоять возле Синска. На реке сейчас пока еще несет лед после затора, там с берегов что снимает. А так, в общем-то, нормально. Вода небольшая нынче. В этом году в навигации будет задействовано более 700 единиц флота. Программу доставки речники планируют завершить к началу октября. За короткое время они намерены выполнить план на все 100% и не повторять прошлогодние события. Руководством республики достигнуто соглашение о перегоне нового земснаряда на Баренде-Гирке из Тобольска. По планам судно должно дойти до устья Северной реки к сентябрю. Он должен у нас постоянно дислоцироваться, пока мы не построим. Ну не мы, а Росречфлот, в планах Росречфлота строительство новых земснарядов. И сейчас уже вовсю идет проектирование. Но это, думаю, что порядка, через 3 года только поступит этот новый земснаряд. К навигации готовятся и мелкие судоходные компании. СК «Якутск» в этом году готовит порядка 50 судов, в том числе и 5 паромов, которые будут курсировать между Якутском и Нижним Бестяхом. Паромные переправы. Анализируя сегодня ситуацию на реке, я думаю, либо в пятницу вечером, либо в субботу утром начнем уже регулярное движение на реке. Таким образом, в Якутии начался период навигации. До ноября по рекам республики пройдут 1000 кораблей. Погрузочные работы начались уже почти во всех погрузочных пунктах Верхней Лены. Виталий Абрамов, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутия.